Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто согреет ваше сердце? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. Прям так и спросите, кто согреет мое сердце. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую лучшую и самую полезную информацию. Итак, кто же согреет ваше сердце? Так. Интересно, вообще-то любовная у нас тематика, да, любовный вопрос. Но, как ни странно, вышел ребенок. Ваше сердце в первую очередь согреет ребенок. Ваш ребенок, который уже у вас есть, или который появится. Возможно, это будет внук, внучка, да, племянник, племянница. Может, даже у кого-то и, там, я не знаю, брат, сестра, да. Ребенок, вот тот, кто для вас ребенок. Это маленькое создание подарит вам настоящую искреннюю любовь. И ваше желание заботиться, и ваша близость с этим ребенком действительно будет согревать ваше сердце. Для вас, вот девушки, женщины, которая зашла на эту отсыпку, самое важное — это вот именно гармоничные отношения с ребенком. Раствориться в этом ребенке, чтобы ребенок вас растворился, чтобы, знаете, здоров был, счастлив был. У кого сейчас проблемы с детьми, да, у кого, например, взрослые детки, и у вас с ними проблемы, там, недопонимания, отдалились вы друг от друга, то здесь, мои дорогие, у вас в будущем вас ждет примирение, восстановление, очень близкие, теплые отношения с вашими детьми. Вы не останетесь одиноким человеком ни при каких обстоятельствах. Ваш ребенок, на месяц, да, перерастет все вот эти вот возрастные, может быть, изменения. И ближе, чем ваш ребенок, у вас никого не будет. Да, я вижу, будет мужчина, да, я вижу, будет семья, будет счастье. Но самое главное, это все-таки связь с детьми, с ребенком, да, со своим. И это самая вот прям база, да, база теплоты вашего сердца, ваша маленькая батарейка, которая будет всегда рядом и которая будет вас согревать. На ребенка своего можете в будущем спокойно положиться и понимать, что и любит, и ценит, и никогда не оставит, никогда не бросит, и никогда плохо не поступит. Что касается мужчины. Здесь у кого-то в судьбе несколько мужчин. У кого-то 2, у кого-то 3. И все эти мужчины будут какое-то время согревать ваше сердце. Даже если отношения, например, ваши были там не очень, либо есть не очень, все равно человек, находясь с вами рядом, вас согревает. И это хорошо. Вы умеете настолько вот любить, настолько вот принимать, что не каждому, кстати, дано это ощущение, не каждый сможет это познать. Но кто зашел на эту отсыпочку, я вижу, что вы получаете это тепло. В будущем я вижу вас в паре, в браке, в семье. У вас дом полная чаша. У вас есть все. У вас есть и радость, и счастье, и любимая работа. Вот смотрите, какая кирка здесь у нас еще и с правой стороны. Кстати, ваше сердце будет согревать ваша работа, ваши дела, ваша реализация. Кирка очень серьезный знак, и он всегда означает труд. Но труд не такой, как вы подумали, да, не киркой вы будете бить, а ваше предназначение, ваша миссия и то, что приносит вам удовольствие. Вы найдете себя в какой-то работе, в каком-то деле. И это будет согревать ваше сердце. Люди, которые будут с вами работать, очень хорошие люди, добрые люди, будут вас и любить, и ценить. И вот это признание тоже будет согревать ваше сердце. Но самое важное, я вам сказала, это дети. Дети, которые рядом с вами, либо ребенок, который рядом с вами. Если вы по какой-то причине сейчас не можете иметь детей, да, либо кто-то говорит, да, у меня возраст, ну все уже, да, не будет. Вам Боженька даст возможность, вам Боженька даст шанс родить от того, кого любить будете. И если вы в моменте, когда нет ни котенка, ни ребенка, да, вообще никого рядом нет, знайте, что ваша судьба
быть счастливой женщиной, реализованной женщиной во всех смыслах этого слова. То есть и семья, и счастье, и любовь, и дом полная чаша. Все будет. И даже если вы уже в возрасте, еще раз говорю, может так сложиться, да, у кого-то, вот смотрите, может кто-то на усыновление пойдет, да, встретите вы мужчину, а вы, например, уже там, ну, за 50, условно говорю, да, кто-то может быть и постарше, кто-то помладше, да, и вот настолько у вас такая хорошая семья сложится, настолько у вас хорошее будет такое семейное теплое отношение, что вы решите, а почему нет, мы молоды, мы там здоровы, мы можем осчастливить какого-то ребенка. Возможно, кто-то пойдет на усыновление, возьмет дитя, которое нуждается в родителях, в тепле, в ласке, и воспитает это дитя. И это дитя согреет сердце и ваше, и вашего мужчины. Знаете, вот вы как хотите, но что бы вы мне ни говорили, вот в вашей жизни либо будет ребенок, либо ну вот какой-то возврат, да, может быть, детской энергии. Дети же, они для нас всегда маленькие, сколько бы им лет не было. В любом случае, самое главное и самое теплое, это именно идет от ребенка. Ну и от мужчины, конечно же, тоже. Смотрите, вот мужчина, который рядом с вами сейчас. У кого-то есть мужчина, кто-то сейчас в паре, в браке, в отношениях. Этот мужчина чахнет. Обратите на него внимание, на его поведение, на его мысли, на его настроение. Мужчина с каждым днем все чахнет, чахнет, чахнет. Этот мужчина очень сильно нуждается. Он нуждается в любви, он нуждается в этом сердечном порыве, да, в теплоте сердечной. В ваших силах все поменять в своих отношениях, примириться, восстановиться, любовь вернуть в ваши отношения. Вы все можете. По какой-то причине не делайте. Может быть, действительно есть причина, а может быть, просто вы все пустили на самотек, там, удалились в какие-то свои дела. Вы можете все вернуть, вы можете все восстановить. Если вы в разводе, если между вами там какая-то кошка пробежала, да, драная, то же самое. Если вы того мужчину позовете своего, назад вернется, прибежит и будет рад, и будет счастлив, и будет в рот вам заглядывать. Вы знаете, вы очень самодостаточная. И в принципе, да, вот даже посмотреть на этот песок, вы вот сама по себе, вот сосуд, полный сосуд, вот он, видите, вышел, это вы. То есть вам, по идее, никто и ничто не нужен. Но у вас в сердце огромный запас, нерастраченный запас любви, какой-то, знаете, теплой, доброй энергии, милосердия. Вам нужно и хочется за кем-то ухаживать, кому-то помогать, делать добро. Понимаете? Вы должны прислушаться к своему сердцу. Вам сердце, в принципе, согреть может кто угодно и что угодно. Главное, чтобы вы принимали этого человека, либо эту ситуацию. Вы делаете добро, и добро к вам возвращается. И это греет ваше сердце. Мои дорогие, вот как хотите. Все в ваших руках. Если вы сейчас в негативных энергиях, если у вас сейчас все в жизни плохо, разрешите себе любить, разрешите себе быть счастливой, поставьте себе эту цель, и вы ее добьетесь в кратчайшие сроки. Вам судьба открыта, вам дороги открыты. У вас впереди еще очень много интересного, очень много. Кто сейчас страдает по-женски? Вот у кого-то вот яичники вышли, да, у кого-то могут быть проблемы с женскими органами. Излечение возможно, все возможно. И даже излечение возможно не столько, там, например, медикаментами, сколько вашей воли. У вас очень сильная воля. У вас, знаете, как будто бы какой-то дар, либо способность менять суть вещей. Если вы прикладываете к этому свою волю, свои силы, то вы можете поменять все. Пользуйтесь этой возможностью. Еще раз говорю, вам на роду написано быть счастливой. Но опять же таки, да, все зависит от вас. Чем раньше вы озадачитесь этим вопросом, чем раньше вы пойдете к своему счастью, тем раньше вы его встретите и получите. Счастью в вашей жизни быть, вашему сердцу быть в теплом месте, быть в радостном состоянии, настроении и биться с кем-то в унисон, да, с другим сердцем. Поэтому счастье у вас обязательно случится, обязательно будет. Все здесь, знаете, вот прям мне очень нравится. Мне нравится ваше состояние наполненности, что вы
целостный человек, не раздробленный. Вы в своей жизни, может быть, прошли через потери, но вы ничего не потеряли. Вы только лишь приобрели. И вот эти все приобретения, они вас сильнее сделали. Но еще раз говорю, да, поставьте себе цель, озадачьтесь этим вопросом, и все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.